Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» и в студии в Вашингтоне с вами Юлия Автел. Главное в программе сегодня. Оставив Донецкий аэропорт, украинские войска продолжают удерживать позиции в поселке Пески. Украинские беженцы в России. Кто-то в пионерском лагере, а кто-то в дорогом отеле. В Вашингтоне обсуждают предоставление военной помощи Украине. Начнем с новостей из Праги. Сергей, вам слово. Спасибо, Юлия. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Президент Франции и канцлер Германии в Москве Франсуа Олланд и Ангела Меркель привезли Владимиру Путину мирный план по ситуации в Украине. Пресса уже назвала это последней попыткой предотвратить катастрофу. Что ждет Донбасс? Смотрите далее в нашей программе. Ну а пока из новостей дня. Силы украинской армии, покинув Донецкий аэропорт, окончательно не ушли из расположенного поблизости поселка Пески. Наши корреспонденты передали видео, где среди разрушенных домов идет заправка танка батальона Днепр-1, а на блокпосту развивается украинский флаг. Заправляю наших ведмідів, так називаємих ведмідів наших. Не треба ніоткуда. Главное, что мы выполняем свою задачу. И все. Украинские военные продолжают удерживать свои позиции вблизи Донецка. Что, и по телевизору покажут? Боевики, террористы выходят на заданные позиции, которые озвучивались еще там несколько месяцев тому назад. А единственное, что им не дают это бескровно сделать, это военные, которые вместе с добровольческими батальонами пытаются как-то их сдержать. Ни одной попытки контрудара не было предпринято. Только для того, чтобы отвести людей. Все. Наш источник в Киеве охарактеризовал заявление представителя правого сектора как политическое и призванное повлиять на исход переговоров по легализации добровольческих батальонов и вхождении в регулярные формирования Украины. На протяжении последней недели с позиции на 2-3 около 8 раз пытались заходить диверсионно-разведывательные группы. Ночью работает снайпер по нашим позициям. Когда был Майдан, мы там говорили «Слава Украине», «Героям слава», ходили на марши. Мне кажется, нам сейчас надо отходить от маршей, нам надо сейчас отходить от вот этих гасел всех. Если вы не на фронте, помогайте тем, кто находится дома. Сегодня премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что военного пути решения конфликта в Донбассе не существует. Александр Касаткин. «Настоящее время». Украинские власти, руководство непризнанной ДНР договорились на время прекратить огонь в Дебальцево Донецкой области. Сегодня в городе действовал зеленый коридор для эвакуации мирных жителей. Мы дозвонились до волонтера, которая помогала при вывозе людей, Дианы Макаровой. По ее словам, за день удалось эвакуировать более 1500 человек. Мы сегодня видели совершенно истощенных старух. Мы их погружали в кареты скорой помощи. Люди с инфарктами, с инсультными, постинсультными состояниями. Ну, то есть немощные инвалиды, там, церебральный паралич, слепые. Это те пенсионеры, за которыми, уже, собственно, и ухаживать некому. Стабильно мы занимаемся вторую неделю эвакуации из Дебальцева. Детей стабильно идет, где-то 5-я часть, то есть части взрослых, 5-я часть детей. Их сейчас везут в Славянск. Там МЧС формирует поезда. Поезда везут людей по областям Украины. Украина освобождает туристические базы, профилактории, общежития, любые помещения, которые подходят для такого количества переселенцев. Мы не смогли обойти все адреса, где те же старики, инвалиды. Мы просто не успевали этого сделать. Мы просим, даже требуем коридор на завтра. Вот уже 2 недели в Дебальцево и окрестностях продолжаются бои. Боевики пытались окружить украинских военных по разным оценкам от 8 до 10 тысяч человек. Глава так называемой ДНР Захарченко заявил, что украинские подразделения оказались в котле, однако Киев эту информацию опроверг. Тем временем сегодняшние успехи украинской армии у Дебальцева измеряются поставкой оружия и продуктов на блокпост, а также вывозом раненых в районе населенного пункта Редкодуб. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Украины Святослав Цыголка. На бывшей линии соприкосновения украинские военные пока держатся, но уступают противнику в количестве вооружений и несут потери. Об этом сообщает корреспондент «Голоса Америки». Он побывал в городе Попасная Луганской области, менее чем в 15 километрах от линии фронта.
Это последний блокпост перед зоной боевых действий. Украинские военные внимательно проверяют всех въезжающих в эту зону, в то время как люди на машинах целыми семьями выезжают оттуда. Детей на автобусах отправляют в более безопасные районы, к родственникам или в специальное убежище. Сразу за блокпостом в основном опустевший город Попасная, периодически подвергающийся артобстрелам. Многие из тех, кто остались, поддерживают сторонников самопровозглашенных республик и не особо рады западным гостям. Мэр Юрий Онищенко и несколько его подчиненных, которые сохраняют лояльность киевским властям, стараются продолжать работу, несмотря на периодические обстрелы. Я, как городской голова, я даже не могу сказать, какие функции. На меня сейчас вообще зациклено все. Мой рабочий день, полдня я на личном автомобиле со своим заместителем, потому что городской совет тоже из работников городского совета осталось на работе, 7-8 человек выходят в день из 30 человек штата. Мы развозим людям в убежище. Недалеко отсюда находится осажденный город Дебальцево, где украинские войска уже более недели находятся в окружении. Этим войскам, пытающимся удержать линию фронта, вскоре может потребоваться дополнительная помощь. Беженцы с Донбасса. У каждого своя судьба. Кто-то едет на мирную территорию Украины, кто-то спасается от обстрелов в России. Одни живут в корпусах бывших пионерских лагерей, другие в брезентовых армейских палатках. Ну а третьи... Корреспондент программы «Настоящее время» Андрей Королев обнаружил беженцев с Донбасса в Ростовской области в дорогом отеле. Я приехал в город Азов Ростовской области спонтанно, никого не предупреждая. Все, что знал о беженцах из Донбасса, заключалось в информации о существовании пункта временной регистрации переселенцев из Украины. Гостиница «Прибой», расположенная неподалеку от Азовского пляжа и рассчитанная на гостей с уровнем доходов выше среднего, никак не вписывается в стереотипы лагерей для беженцев в других регионах России. Около 100 человек проживают в комфортабельных номерах с телевизорами и даже кондиционерами. Если бы не страх в глазах взрослых и детей, можно было подумать, что я пребываю в отеле в разгар пляжного сезона. Мы, за 3 месяца исколесили почти 10 городов России. Нигде нам помощи не оказали вообще практически. Сейчас Оксана Фролова проходит медкомиссию и подбирает работу. На Донбасс возвращаться не собирается. Некуда уезжать и беженцу из Славянска Ивану Аглы. Иван, его жена и 7 детей приехали в Азов несколько месяцев назад. Сейчас я выбираю по профессии свою вакансию. Работу, все есть. Предлагают все как надо. Хабаровский, Пенза, Воронеж. Вакансий много. Они получили статус убежища, и они оформлены официально на работу, получают заработную плату, мы за них уже отчисляем налоги. После ужесточения миграционного законодательства работу получат не все, хотя российское правительство обещало оказывать содействие беженцам с Донбасса. Но этот вопрос в компетенцию Натальи Удовенко не входит. С большей охотой она демонстрирует свой отель и столовую. Сегодня на обед был рассольник, котлеты, гречка, компот. Детям обязательно даем фрукты или соки. Каждому ребенку, потому что их 26 человек. Наталья Удовенко не раскрывает своего личного интереса содержания беженцев в дорогом по ростовским меркам отеле, но при этом признает, что финансирование не обходится без помощи крупной партийной структуры, членом которой она является. Что это за структура, догадаться несложно. Андрей Королев, «Настоящее время», Ростовская область, Москва. И вновь в Украину. Масштабы хищений на высших ступенях власти откровенно поражают. Генпрокурор Украины Виталий Ерема выступил перед депутатами парламента Верховной Рады. По словам чиновника, реализация теневых схем опустошает бюджеты всех уровней. Это в то время, когда страна воюет. У меня цитата. «За прошлый год установлена причастность к совершению коррупционных и экономических преступлений большего числа чиновников, чем за предыдущие годы независимости». Отмечу, самого Ерему ряд гражданских активистов Украины также подозревают в коррупции. Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель прибыли в Москву. Понятно, говорить о ситуации в Украине, обсуждать возможный мирный план. Пресса назвала это последней попыткой предотвратить катастрофу. Разные издания высказывали разные предположения, кто был инициатором встречи, из каких пунктов состоит этот мирный план. Моя коллега Шахида Якуб поговорила с политическим обозревателем Брайаном Уитмором. Главный вопрос – чего ждать от переговоров? Вы меня знаете, я оптимист по натуре, но в данном случае я не настроен оптимистически. Почему? Потому что мы это кино уже видели.
Почему Минское соглашение не обеспечил мир на Восточной Украине? Почему? Потому что российская сторона никогда не соблюдала это соглашение, никогда не был намерен соблюдать это нарушение. Но в то же время и российская сторона, и сторона непризнанных этих государств, так называемых ЛНР и ДНР, обвиняли Киев в том, что Киев не соблюдает соглашение. Ну да, они обвиняли, но если смотреть на факты, что там произошло, это было очевидно, что с самого начала Россия и ДНР, ЛНР не соблюдал. И это было очевидно, что Россия не был намерен соблюдать, потому что для России демократическая Украина – это экзистенциальный угроз. Это просто так. Это недопустимо для путинского режима. Поэтому демократическая Украина или проевропейская Украина? И демократическая, и проевропейская. Потому что если это опасный прецедент для России, для культурно похожей страны на вашей границе, который настроен настоящим демократическим образом, это очень опасно для путинского режима. Это очень опасно. Ну что же могут предложить Меркель и Олланд сейчас Путину для того, чтобы как-то разрешить этот конфликт и хотя бы достигнуть какого-либо перемирия? Но я не знаю, что я бы предлагал Путину, но я уверяю, что Олланд и Меркель попробуют это. Попытка не пытка. Но единственный, который будет менять ситуацию, это военная помощь для Украины в виде оружия. Это единственный, к сожалению. Я хотел бы, чтобы это не было так. Но, к сожалению, единственное, что будет менять эту ситуацию, это военная помощь в виде оружия. Летальное оружие, как модное слово сейчас все говорят. Вы считаете, что Олланд и Меркель поддержит инициативу Соединенных Штатов предоставить Украине оружие? Но это до сих пор это неофициальная политика Соединенных Штатов. Мы знаем, что Меркель сказала, что она против. Но это в данном случае Соединенные Штаты может делать это без Европы. Это «Настоящее время». И далее у нас эфир из Вашингтона. Вице-президент США Джо Байден прибыл сегодня в Брюссель. Юлия, ждем от вас подробностей. Да, Сергей, сегодня в Брюсселе он встретился с рядом европейских лидеров. Главная тема дискуссии – кризис в Украине. На совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Дональдом Туском Байден заявил, что нельзя позволить России перекроить карту Европы. По словам американского вице-президента, именно это Москва пытается сделать, игнорируя любые соглашения, в то время как Украина борется за собственное выживание. Россия продолжает эскалацию конфликта, отправляя наемников и танки, и, как мы называем их в США, маленьких зеленых человечков, без знаков отличия, хорошо тренированных бойцов спецназа. А президент Путин продолжает предлагать новые мирные планы, в то время как его отряды идут по украинской земле. Джо Байден также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, на полях которой он встретится с президентом Украины Петром Порошенко. В который раз мировые лидеры в срочном порядке отправляются на переговоры по урегулированию украинского кризиса, однако ощутимых результатов пока не наблюдается. Существуют ли дипломатические варианты, которые приведут к разрешению конфликта? Директор Вашингтонского института Кеннона Мэтью Рожанский считает, что переговорный процесс может затянуться. Я говорю может быть, про март или апрель, когда, во-первых, будет очень трудно двигаться на месте в Донбассе, благодаря там грязь, благодаря просто сезону и погоде. И надеюсь, что это будет достаточно длинная пауза для серьезных переговоров. Но переговоры мы знаем. Это просто фантазия, мечтать, что один лидер с другим будет сесть где-то в бане, писать какие-то линии на карте, и договориться. Вот так и все. Это будет длинный процесс. Надо будет связать не только формальное руководство, скажем, Порошенко из Киева, и в том числе члены Рады, Верховной Рады, националистические силы, все важные силы, олигархи в украинском обществе, и тоже, конечно, Россия, тоже Евросоюз и так далее. Поэтому это будет очень сложный и длинный процесс, но надеюсь, что у нас будет достаточно длинная пауза, чтобы серьезно принимать переговоры.
Вопрос о целесообразности поставок американских вооружений украинской армии обсуждается в Вашингтоне не только в Белом доме и Конгрессе, но и на уровне ведущих мозговых центров. Так, в газете «Вашингтон-Пост» опубликована статья, авторы которой директор Центра по изучению США и Европы в Институте Брукингса Фиона Хилл и старший научный сотрудник Центра Клиффорд Гедди выступили с резкой критикой подобных планов. По мнению экспертов, США вышли на опасную траекторию в отношениях с Россией, ядерной сверхдержавой, которая считает, что ей напрямую угрожают. А вот что сказал в нашей программе по этому поводу Мэтью Рожанский. Если мы называем сепаратистов в юго-востоке Украины агентов России, это означает, что послать оружие украинцам означает просто выбрать сторону в войне, включая Россию. Это, в моем ощущении, очень-очень опасное направление. Может быть, второй сильный очень аргумент, что нет совсем военного выхода из этого кризиса. Конечно, я полностью понимаю, почему украинская сторона желает возможностей, конкретной возможности, чтобы улучшить свое положение на месте, потому что в ходе переговоров это будет для них в их пользу, конечно, если они занимают лучшее место на юго-востоке, на Донбассе, если они контролируют такие стратегические пункты, как Дебальцево и так далее. Я полностью понимаю, у меня есть такое ощущение, что маловероятно, что американские оружия, даже самые дорогие, самые высокотехнические, будут поменять положение в том характере, если я правильно объяснил. Между тем, американские сенаторы, причем представители обеих ведущих партий, обратились с призывом к президенту немедленно предоставить Украине летальное оборонительное вооружение. Давление на Обаму увеличивается, но Белый дом пока решение не принял. Александр Панов продолжает тему. Редкость на капиталистском холме. Подавляющее большинство законодателей из обеих партий пришли к консенсусу. Вторжение России на суверенную территорию Украины, которые не остановили политические и экономические санкции, это самая большая угроза европейской безопасности за многие десятилетия. Начиная с апреля прошлого года 5358 человек убиты, 12325 ранены, 545 мирных граждан были ранены за последние 3 недели. Мы должны предоставить Украине летальное оборонительное вооружение, которое не позволит России победить в войне, поднимет ее расходы и потери до такой степени, что она не сможет продолжать наступать. Наша военная помощь Украине не противоречит поиску мирного решения. В экспертном докладе Атлантического совета и еще нескольких организаций, объединивших оценку бывших дипломатов и генералов, Белому дому предлагается направить украинской армии противотанковые управляемые реактивные снаряды, радиолокационные станции для обнаружения артиллерии, разведывательные беспилотники, электронное оборудование для уничтожения беспилотников противника, бронированные джипы и медицинское оборудование. Белый дом отвечает, что решение пока не принято. Президент заново смотрит, что называется, свежим взглядом на проблему поставок летального оружия. На капиталистском холме к Джону Маккейну, который заслужил репутацию ястреба, присоединились и видные сенаторы-демократы. Их призыв Бараку Обаме будет трудно проигнорировать. Россия продолжает нарушать взятые на себя обязательства и увеличивает агрессию, а сепаратисты не соблюдают режим прекращения огня. Конгресс поддерживает предоставление военной помощи, но не следует ожидать, что Соединенные Штаты примут участие в боевых действиях. Многие, ушедшие было в прошлое стереотипы холодной войны, вновь в ходу. На капиталистском холме опять говорят о русском медведе. Впрочем, этот образ любим и российским президентом. Я еще в августе прошлого года говорил украинским министрам, что мы должны дать летальное оружие. Сделано явно недостаточно, чтобы остановить русского медведя. Нельзя позволить Путину безнаказанно завоевывать суверенную Украину, как он это проделал с Крымом. Речь идет о нашей репутации. Украина отказалась от ядерного оружия. Был нарушен Будапештский меморандум. Если мы не поднимемся сейчас все вместе, как смогут союзники доверять нам впредь? В
В конце прошлого года прежний состав Конгресса принял закон, давший президенту полномочия на поставки требуемого оружия и выделивший $350 миллионов на военную помощь Украине. Для сравнения, эксперты считают нужным потратить 3 миллиарда в течение 3 лет. Но прерогатива принимать решения в области внешней политики остается у президента. Первая ветвь власти, Обама, может и не послушать вторую ветвь, Конгресс. Сенаторы готовы принять новый законопроект, призывающий президента дать Киеву оружие, прежде всего противотанковое. Александр Панов, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Проект федерального бюджета на 2016 финансовый год был представлен президентом Обамой на рассмотрение Конгресса только на этой неделе, но уже вызвал серьезное сопротивление законодателей республиканцев. Они категорически против предусмотренного в бюджете расширения социальных программ. В то же время увеличение расходов на оборону и безопасность, скорее всего, не вызовет противодействия республиканского Конгресса. Подробнее об этом в материале Вадима Оленичева. Одной из основных особенностей федерального бюджета стало значительное увеличение ассигнований на оборону и безопасность. Они выросли на $38 миллиардов и составляют 561 миллиард. В частности, бюджет предусматривает выделение почти $1 миллиарда на инициативу европейской поддержки. Так называется программа подготовки и модернизации вооруженных сил НАТО на территории стран, граничащих с Российской Федерацией. Она включает в себя совместные военные учения и ротационное присутствие американских войск в Европе. Кроме того, отдельное финансирование предусмотрено в бюджете для борьбы с нарастающими территориальными амбициями российских властей. Так, $117 миллионов выделяется на оказание политической и военной поддержки Украине в ее противостоянии с Россией. Хотя эта цифра представляет собой небольшую долю оборонного бюджета, но по сравнению с прошлым годом это довольно значительное увеличение ассигнований. Как мне кажется, выделенная сумма вполне отражает заинтересованность США в решении проблемы. Еще более 50 миллионов предполагается потратить на противостояние пропаганде и дестабилизирующему влиянию Москвы в Молдавии и Грузии, говорится в бюджетных документах. Все эти бывшие советские страны названы главными мишенями давления со стороны Российской Федерации. При ближайшем рассмотрении проекта госбюджета, предложенного администрацией Белого дома, становится очевидно, что сейчас, как 40 или 50 лет назад, противодействие агрессивным, как сказано в тексте, действиям Кремля становится не только постоянной, но и растущей статьей расходов правительства США. Хотя эскалация военных конфликтов в Восточной Европе сейчас беспокоит администрацию США в первую очередь, аналитики Белого дома включили в проект бюджета и экономический аспект. В частности, $275 миллионов будут использованы как гарантия кредитов Украине. Кредиты могут составить до $1 миллиарда и пойдут на выполнение требований Международного валютного фонда и других финансовых обязательств Киева. Естественно, федеральный бюджет не ограничивается расходами на военно-политические задачи. В нем предлагается также отменить пресловутый секвестр – автоматический лимит на все статьи госрасходов. Взамен Белый дом хочет увеличить налоговые льготы для среднего класса, финансирование дошкольного образования и других социальных программ. Но в этом случае бюджетные затраты повысятся на 6%, а с этим республиканцы в Конгрессе ни за что не согласятся. Теперь множество людей начнут высказывать свое мнение насчет того, что они собираются делать с президентским бюджетом. Палата представителей разработает свою версию, Сенат разработает свою. Но я сомневаюсь, что в этом году стороны охотно пойдут на компромисс и смогут окончательно договориться. Вопрос теперь в том, попытаются ли оппоненты президента Обамы на Капитолии зарубить на корню весь бюджет, или, как это часто бывает, захотят принести в жертву лишь социальные программы. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Передаем слово Праге. Сергей? Аннексия Крыма России и боевые действия в Украине разрушили политическое спокойствие в мире и уверенность в нерушимости послевоенных границ. Ну а тогда, 70 лет назад, в феврале 45-го, во время Ялтинской конференции, никто и подумать не мог, что в 2014-м амбиции некоторых политических деятелей приведут к крови в самом центре Европы. Публицист и писатель Ефим Фиштейн о важности встречи Большой Тройки. История в настоящем. Ялтинская, она же Крымская конференция – это исключительно важная страница истории не только Европы, но, пожалуй, и всего человечества. Она состоялась ровно 70 лет назад, примерно в эти дни. Продолжалась неделю, но за неделю государственные мужи трех союзных держав успели сделать очень многое. Они успели не только договориться о создании после войны Организации Объединенных Наций,
но и провести разделительные линии своего влияния, определить границы государств как в Европе, так и на Дальнем Востоке. Если на предыдущей Тегеранской конференции речь шла о том, как победить Гитлера, то на этой Ялтинской речь шла уже о том, как обустроить мир. Исключительно тяжелая, но деликатная работа. Они должны были определить новые границы государств, которые стали проходить несколько иначе, чем раньше. Всем известна история Восточной Пруссии, история перемещения польской территории с востока на запад. Известны почти комические случаи, когда это влияние определялось чуть ли не в процентах. Известно, что Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании, написал рукой на салфетке записку Сталину, в которой решалась судьба Балканского полуострова. Там в обмен на влияние в Югославии, которое он определил цифрами 50/50, в Румынии и в Болгарии он готов был Сталину уступить влияние 90/10, то есть Сталин получал больше влияния, чем Запад. Зато Греция оказывалась в сфере влияния Великобритании. Сталин сохранил салфетку, вернее говоря, он предложил Черчиллю ее сохранить, не выбрасывать, но назвал способ определения судеб народов несколько циничным. Важно, что в течение следующего примерно полувека эти демаркационные линии, линии разграничения влияний, соблюдались всеми без исключения. Впервые это проявилось уже в майские дни в ходе Пражского восстания. Чехословакия, кстати, уже во время Второй мировой войны могла быть освобождена американскими союзными войсками. Третья армия Паттона, она была в 100 километрах уже на территории Чехословакии, и ее передовые разведывательные джипы уже въезжали в город, но по разграничительным картам Прагу должны были освободить советские войска. Поэтому был отдан приказ маршалу Коневу развернуть танки и срочно отправиться в Прагу, чтобы не освободили ее американцы. Такие же ситуации возникали не раз в течение этого полувека. Четкое разграничение проводилось во все последующие годы. В последний раз в 1968-м, когда здесь проходили известные события, которое Советский Союз считал контрреволюцией, и сохранилась знаменитая записка государственного секретаря американского Дина Раска, которую он своему президенту тогда послал. Мне кажется, что русские хотят втянуть нас в провокацию, написал он, потому что это их сфера влияния. Так продолжалось до 1989 года, до падения Берлинской стены. Население, народы все-таки имеют собственную субъектность. И когда повалили люди с востока на запад, разбили Берлинскую стену, была ситуация неудержимая, пришлось перерезать колючую или кусачками перекусить колючую проволоку на границах Венгрии, Австрии и Чехословакии, Германии. И стало ясно, что раз в какое-то время народы мира ощущают свою историческую субъектность. Они хозяева своей судьбы. И никакие линии, никакие разграничения, никакие карандашом нарисованные границы не действуют в их глазах. Они начинают реализовывать свои представления о своей судьбе. Следующие этапы других соглашений о переделе Европы могут сложиться только в результате новой войны большой, чего никто себе пока, во всяком случае, не желает. И вновь время передавать слово в Вашингтон. Юлия. Сергей, спасибо. Аудиовизуальной связью сегодня никого не удивишь. Многие используют Skype, FaceTime, другие программы. Но вскоре к звуку и видео добавятся запах и осязание. Ученые разработали устройство, которое подключается к смартфону и по команде распыляет мельчайшие облака ароматов: лаванды, жасмина, фруктов, кофе. Другой гаджет похож на кольцо и тоже подсоединяется к смартфону, передает собеседнику легкое пожатие. И на этом наша программа «Настоящее время» подошла к концу. Ее подготовили для вас «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Читайте нас, смотрите на сайте currenttime.tv. Сергей, прощаемся до понедельника. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов и в социальных сетях. «Настоящее время» вновь наступит уже в понедельник. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго и до свидания.